Лезги-Пулу. В 1937 году городе Лезгины, авары и другие дагестаноязычные народы были объявлены некоренными народами Азербайджанской ССР. Вслед за этим последовало решение о том, что представители некоренных народов Азербайджанской ССР должны платить за учебу в учебных заведениях. Выход для аваров и лезгин был один – записаться азербайджанцам в паспорте или же платить неподъемные для большинства населения деньги за учебу. Давление оказывалось и по линии чиновничества: или запишись азербайджанцем, или освобождаешь место. Все прогрессивные начинания советской власти стали сворачиваться. Путем давления и запугивания населения стали организовываться массовые выступления за отмену аварского и лезгинских языков в школах и полное ведение обучения на азербайджанском языке для коренных народов Азербайджанской ССР, исповедовавших традиционный ислам. С 1937 года, после принятия Сталинской Конституции СССР, нетитульные народы Азербайджанской ССР были вынуждены платить за обучение в старших классах, а также в средних технических и высших учебных заведениях немалые по тем временам деньги — 440 рублей. Решение это касалось всех народов Азербайджанской ССР, кроме азербайджанцев и армян. Избавиться от нового обременительного налога, прозванного в народе «Лезги-Пулу» лезгинские деньги, было довольно просто. Необходимо было в паспорте изменить национальность на азербайджанскую, что всячески приветствовалось и поощрялось властями. Как следует из обращения лезгинской общественности от 1987 года, эта практика взимания платы за обучение с представителей некоренных народов Азербайджанской ССР продолжалась до 1956 года. Вместе с тем в 1937 году в Закатальском округе начались прямые репрессии в отношении социально активной части населения. Особенно тяжелые последствия они имели в аварских населенных пунктах, которые отличались религиозностью населения. К мечетям телегами свозили реквизированные у местного населения рукописные книги, написанные на арабском алфавите, на арабском и аварском языках, где затем сжигались. Владельцев этих книжных коллекций арестовывали и осуждали на разные сроки. Более грамотных и сознательных ссылали в Среднюю Азию и Сибирь, откуда возвращались не более пятой части ссыльных.